В эфире информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. И в начале выпуска о главных темах. Аслан Бжаня принял Героя России летчика-космонавта Олега Артемьева, благодаря которому абхазский флаг побывал на МКС. Почему возникла необходимость принятия закона в сфере озеленения и охраны зеленых насаждений и в чем его суть? О работе врачей из Башкортостана в некоторых медучреждениях столицы. Представители абхазского телевидения принимают участие в фестивале национального телерадиовещания в Дагестане. Президент Абхазии Аслан Бжаня провел заседание Совета безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы внешней и внутренней политики государства. Глава государства принял Героя России, летчика-космонавта Олега Артемьева, благодаря которому абхазский флаг в прошлом году побывал на орбите. Аслан Бжаня подарил серебряную монету с изображением Фазилия Искандера, а Артемьев, в свою очередь, преподнес президенту фото флага Абхазии с печатью, которую поставили по прибытии космонавта с МКС. Подробности встречи в материале Адицы Сагария. Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев в 2022 году по личной инициативе доставил на борт Международной космической станции государственный флаг Абхазии. Аслан Бжаня выразил ему благодарность за такую миссию. Очень рад личному знакомству. Хочу, пользуясь нашей с вами встречей, поблагодарить вас за то, что вы сделали такой добрый жест. Наш абхазский флаг на орбите, это благодаря вам. И, как я проинформирован, вашей дружбе с нашими ребятами. Олег Артемьев, в свою очередь, поблагодарил президента за теплый прием и рассказал о том, как ему посчастливилось учиться в Российской академии государственной службы с представителями нашей страны. Спасибо за добрый прием. И, конечно, мне повезло, что я учился вместе в Российской академии госслужбы с представителями вашей республики. Очень отличные ребята. У нас дружба продолжается. И, надеюсь, и будет продолжаться. Летчик-космонавт Олег Артемьев совершил 3 полета в космос и отметил, что также летал над Абхазией. И во все свои полеты он брал флаг нашей страны. И с первого полета уже брал флаги Абхазии, даже распечатал там один флаг. Те флаги, которые были мне со мной в первом и втором полете, я вам тоже их верну. Флаги Абхазии летчик-космонавт сфотографировал на фоне космоса. На каждом стоит печать прибытия и отбытия на борт МКС. Главный государственный символ нашей страны пробыл в космосе с 18 марта до 22 сентября прошлого года. За 195 суток он намотал вокруг Земли 131 миллион километров. В этом полете тоже у меня было с собой 4 флажка. В Абхазии 2 маленьких, 2 побольше. И фотографировал их на фоне космоса. Фотографии тоже передам с Абхазии обязательно. Благодаря вашему воспитанию, пониманию, что такое дружба, взяли с собой абхазский флаг на космическую орбиту. Это дорого стоит. Наши граждане сегодня будут испытывать колоссальное удовольствие, просматривая данный репортаж. Большое вам спасибо и успехов вам в вашей благородной и нужной миссии. Космонавт также проинформировал президента о том, что в текущем году начался набор в отряд космонавтов, среди которых он хотел бы видеть и представителей Абхазии. Свозил ваш флаг, а было бы здорово, если представители вашей национальности тоже бы подвезли флаг, да, и был постоянным представителем Международной космической станции. Поэтому я думаю, что вам надо объявить о том, чтобы те люди, которые жили у вас, тут учились, они же везде сейчас по всему миру, клич кинуть, и чтобы они поучаствовали в отборе в отряд космонавтов и в ближайшем будущем слетали. Во встрече также принимали участие главный специалист госкорпорации «Роскосмос» Алексей Чувильский и директор Национальной библиотеки Борис Чулария. В завершение Аслан Бжаня и Олег Артемьев обменялись памятными подарками. Адиса Сагария, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Аслан Бжаня также встретился с депутатом Государственной Думы Федерального собрания России Яной Лантратовой. Обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики. Яна Лантратова – российский правозащитник и общественный деятель, ответственный секретарь Совета по правам человека в России, первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению. Россия примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Планируется поездка в Сухум и Цхинвал высокопоставленных российских делегаций, в составе которых будут представители законодательной, исполнительной и региональных властей, сказал в интервью ТАСС директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончар. Дипломат подчеркнул, что Абхазия и Южная Осетия работают над расширением международных связей в тесной координации с Россией. Суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Признан рядом государств, с другими идут контакты по линии гражданских обществ и деловых кругов, отметил он. Россия нацелена на выстраивание долгосрочных союзнических отношений с братскими народами Абхазии и Южной Осетии, с которыми нас связывают давние исторические узы. Эта позиция не подвержена конъюнктуре, отметил Денис Гончар в интервью ТАСС. Исполняющий обязанности председателя СГБ Тимур Ахиба, погранотряд службы госбезопасности, где осмотрел военную технику, стрелковое и штатное оружие, имеющееся в распоряжении отряда. Также Тимур Ахиба ознакомился с организацией несения погранслужбы и условиями быта пограничников. Подробности в материале пресс-службы СГБ. 4 августа 2023 года на территории пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия состоялся смотр военной техники, стрелкового, штатного оружия, а также моделей беспилотно-летательных аппаратов, принадлежащих пограничному отряду республики. На мероприятии присутствовали временно исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности Республики Абхазия полковник Ахиба, начальник пограничного отряда Службы госбезопасности Республики Абхазия полковник Латипов, который продемонстрировал имеющийся в распоряжении пограничников технику, а именно бронетранспортеры 80-й модели, зенитные установки ЗУ-23, технику высокой проходимости, предназначенную для перевозки боеприпасов и артиллерийских установок. Представлен автопарк УАЗ «Патриотов», УАЗ «Хантеров», используемый для передвижения личного состава, обеспечивающего охрану государственной границы, в том числе и на высокогорных участках. В ходе осмотра были представлены различные виды стрелкового оружия, а именно АК-74М, СВД, УТЕС, ПТУРС и другие. В современных условиях в интересах охраны госграницы необходимо использование беспилотно-летательных аппаратов, которые предназначены для дистанционного контроля за удаленными участками границы и координации действий пограничных нарядов. Полковник Ахиба ознакомился с организацией несения погранслужбы и условиями быта пограничников. Кабинетом министров при содействии Управления капитального строительства была заменена кровля в солдатской столовой и складских помещениях. В ходе осмотра полковником Ахиба были даны указания по приоритетным направлениям для всестороннего обеспечения и надежной охраны государственной границы. Группа профильных специалистов на базе Кабинета министров разработала проект закона, который в случае его принятия закрепит нормы регулирования в сфере озеленения населенных пунктов и охраны зеленых насаждений во всех районах Абхазии. Почему возникла необходимость в данном законопроекте и в чем его суть, узнавала Рада Чачава. Подготовленный законопроект, который на данный момент еще не рассмотрен парламентом, будет регулировать процесс озеленения районов и городов страны. Необходимость в подобном правовом регламентировании возникла по многим причинам. Неконтролируемая посадка деревьев или кустарников может вредить не только окружающей биосфере, но и функционированию инфраструктуры. Необходимо в первую очередь напомнить о том, что в связи с частыми проблемами, которые возникали в сфере организации деятельности местных администраций по озеленению населенных пунктов, распоряжением премьер-министра Республики Абхазия создавалась рабочая группа с привлечением компетентных специалистов центральных органов госуправления, работников аппарата Кабинета министров, а также ученых государственных научных учреждений, системы Академии наук Абхазии. Было принято решение создать такую комиссию, в первую очередь из-за того, что после войны
Озеленение города у нас происходит как-то спонтанно. Люди высаживают те растения, которые им нравятся, где они достают его, как достают, где легче достать, то и посадят. Что неприемлемо, конечно же, в условиях города и городского зеленого строительства. Рабочая группа, включающая в себя ученых и экспертов, провела исследование существующей проблемы и разработала проект закона, который закрепит ответственность за любую деятельность по озеленению территории или содержанию зеленых насаждений и их охране за местными администрациями. Эту деятельность должны будут осуществлять только в соответствии с установленным законом и привлекая профильных специалистов. По содержанию самого подзаконного акта надо сказать о том, что он будет содержать в себе нормы, регламентирующие порядок организации деятельности местных администраций, начиная от самых ранних стадий, а именно со стадии планирования посадок зеленых насаждений и все дальнейшие вопросы, касающиеся ухода за зелеными насаждениями, проведению мероприятий по защите растений от вредителей болезней и так далее. Вот наиболее примечательным, наверное, обстоятельством, которое предусматривается этим актом, надо отметить то, что любые посадки либо пересадки зеленых насаждений, любые мероприятия, связанные с обрезкой или же обработкой зеленых насаждений, должны будут осуществляться на основании специального документа планирования, который подлежит согласованию с государственным научным учреждением Ботанический институт Академии наук Абхазии. Закон необходимый, и я уверен, что поможет в украшении наших городов при строгом соблюдении условий закона. Правила озеленения населенных пунктов приняты во всем мире и в большинстве развитых стран регулируются соответствующей правовой базой. В принятии решений об озеленении районов и городов, конечно, ведущую роль играют эксперты, обладающие профильным знанием в данной сфере. И именно наши, в рамках предполагаемого акта, будут выносить окончательное решение. В чем главная польза закона? Что нарушений не будет. Мнение ученых будет осуществляться, а это важно. А ученые знают, что где сажать, потому что все растения, и особенно и цветочные, они все проходят первичное изучение в условиях ботанического сада. Мы знаем, какие растения в каких почвенных условиях подходят. Комиссия только будет создавать сам закон и законопроект, где будет прописано все. Допустим, когда нужно провести обрезку деревьев, это одна из таких операций упорядочения зеленых насаждений, их эстетического вида, когда нужно будет проводить посадки или иные операции в зеленом строительстве. Там будет прописано все. Причем в законе будет также, я так думаю, мы внесли такое предложение туда, чтобы в районах и городах создавались питомники для этой цели. Питомники должны выращиваться те растения, которые будут в дальнейшем высаживаться в городах, районах. На данный момент проект закона находится на рассмотрении в администрации президента республики. Рада Чачава, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В Минске состоялась встреча министра туризма Абхазии Тимура Захишба с министром спорта и туризма Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком. Министры обменялись мнениями о перспективах развития современного туризма. Глава Минтуризма Абхазии от своего имени и от имени председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба пригласил Сергея Ковальчука в Абхазию. Цены на топливо в Абхазии выросли. Стоимость литра бензина АИ-92 на разных АЗС составляет от 51 до 55 рублей. Как рассказали в Минэкономике, до настоящего времени, благодаря наличию запасов нефтепродуктов, завезенных в республику по более низким ценам, розничные цены удавалось сдерживать. Что касается ажиотажа вокруг темы дефицита топлива, то сообщения такого рода не соответствуют действительности. Дефицита бензина
нет. Как сообщил замминистра экономики Тимураз Микваби, в министерстве прошло совещание с представителями Абхазтопа, Азид, Роснефти и Подорожника, по итогам которого министерством отслеживаются закупочные цены и остатки нефтепродуктов для сдерживания цен на внутреннем рынке. Участники топливного рынка также отслеживают российский рынок в поиске наиболее дешевых поставщиков. На текущий момент прослеживается динамика по повышению цены в Российской Федерации, у нас в Абхазии. В Российской Федерации за последние 2-3 недели повышение цен на топливо составило уже 5-6 рублей на 92-й бензин. У нас есть разница в порядке формирования цены на Республику Абхазия и на внутренний рынок Российской Федерации, в связи с чем у нас повышение идет быстрее. Но в целом, если говорить о главных проблемах, с чем это связано, это закрытие ряда заводов на регламентные работы Российской Федерации, это повышение курса доллара, к которому привязана формула по расчету цены как на внутренний, так и на внешний рынок при экспорте из Российской Федерации, и как результат повышение, которое наблюдается на текущий момент. Во всех заправках какая тенденция прослеживается? Да, просто есть разница, связанная с тем, что у некоторых участников топливного рынка оставался запас нефтепродуктов, купленных по более низким ценам. На текущий момент ведется смешение цен, за счет чего происходит поэтапное повышение, а не разовое. Когда стабилизируется? На текущий момент сложно ответить. Мы ведем консультации с уполномоченными органами российской стороны по вопросу ценообразования и обеспечения бесперебойности поставок в Республику Абхазия. И пока точно ответить не получается. В июле текущего года при плане в 271,8 миллионов рублей сумма начислений таможенных платежей составила 439,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ГТК. План за июль выполнен на 162%. По итогам 7 месяцев таможенными органами начислено 1 миллиард 952 миллиона рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года больше на 335 миллионов рублей. Плановый показатель по таможенным платежам за 7 месяцев выполнен на 123%. Летом количество нуждающихся в медицинской помощи людей увеличивается. Сказываются курортный сезон и распространение кишечных инфекций. В рамках договоренности Абхазии и России в некоторых медучреждениях столицы абхазским коллегам помогают врачи из Башкортостана. О работе российских специалистов в материале Шазины Ханагуа. Лето – это сезон не только отдыха, но и время различных кишечных инфекционных заболеваний. Именно в этот сезон у врачей заметно прибавляется работы. Болеют инфекциями люди разного возраста. К примеру, в Республиканской детской больнице ежедневно принимают немалое количество пациентов. В этом помощь абхазским коллегам оказывает врач ультразвуковой диагностики из города Уфы Татьяна Петрова. Более 30 лет Татьяна Аркадьевна проработала в педиатрии. В республике уже 4-й день ведет прием. Все очень хорошо встретили, приняли. Ну а теперь мы работаем. Пациенты в основном идут здесь что? Юг, заболевания желудочно-кишечного тракта. И в основном вот смотрим органы брюшной полости. В основном плюс аппендициты, хирургическая патология какая-то. Ну вот в основном это идет. Аппарат очень хороший, аппарат как наш. У нас в Башкирии точно такой же у меня в Уфе аппарат. Исполняющая обязанности главного врача Республиканской детской больницы Инесса Камли отметила, что при поддержке Минздрава в прошлом году в больницу приезжал врач-реаниматолог. Большая часть этих специалистов, они либо работают уже в каких-то своих учреждениях, стационарах, да, либо в частных. А в детстве взрослые специалисты неохотно. Они вообще в других стационарах тоже отказываются от осмотра УЗИ детей. И нам такой специалист, конечно, в стационаре нужен был, чтобы он был на месте, чтобы это было удобно посмотреть дневное время, те, которые, большая часть это, конечно, осматривается те, которые в отделении лежат, и круглосуточно экстренные бывают дети, которым требуется УЗИ-диагностика. Дальше осенью тоже планируются специалисты. Мы запрашивали специалиста, не только УЗИста, мы запрашивали УЗИ
УЗИ, реаниматолога-анестезиолога. Как мы вот говорили, так же, как в прошлом году вот совместно с инфекционной больницей, нам один был бы вот достаточно, который был бы мобильный, которого при необходимости можно было позвать, который нам помогал бы. Диагностикой, лечением и профилактикой инфекционных заболеваний в Сухумской инфекционной больнице занимается и врач-инфекционист Ахмат Миргалиев. С 11 июля он ведет прием пациентов. Ахмат Миргалиев отметил значимость таких командировок, так как, по его мнению, это способствует повышению опыта. Местное население очень много обращаются и туристы приезжие с российских городов. Люди хорошие здесь, приветливые, добрые. Очень много детей поступает с кишечной инфекцией, с ротавирусом. Но взрослые тоже приходят с кишечной инфекцией, тоже ротавирус. Бывает, конечно, гастроэнтероколит разный. То есть обследуем, кого-то госпитализируем, кому-то оказываем помощь амбулаторную. С 1 августа в инфекционной больнице также работает реаниматолог. Он пробудет здесь до 31 августа. Затем приедет другой доктор, также этого профиля. Ахмата Миргалиева по истечению срока командировки тоже заменит другой инфекционист. Главврач Астамур Гуня отметил, что такая практика наблюдается уже второй год. В начале сезона, как только у нас увеличивается количество больных, это, чтобы вы понимали, в районе 100, сейчас 150 больных в сутки детей в основном. Вот. И мы уже заведомо знаем, мы даем заявку в Министерство здравоохранения. Эдуард Валерьянович непосредственно в тесной связи с Министерством здравоохранения Российской Федерации. И вот второй год, в начале сезона они нам вот таким вахтенным методом присылают докторов, которые непосредственно с нами трудятся и очень большую помощь оказывают нам. О командировке российских врачей в Абхазию в курортный сезон ранее договорились глава Минздрава Абхазии Эдуард Будба и замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. Так как у нас в этот период июль, август, сентябрь ротавирусная инфекция, кишечная инфекция, вы знаете, да, определенный подъем заболеваемости присутствует из года в год, он такой. Мы это прогнозируем, поэтому я обратился в Минздрав Российской Федерации, и сейчас приехали коллеги также из Башкортостана, приехали в Гагрскую больницу анестезиолог и реаниматолог, приехал терапевт, сейчас в скором будущем приедет хирург общей практики, потому что вот это направление, оно чуть ослаблено в Гагрском районе, у нас там произошла трагедия, у нас коллега скончался, Волгин, и мы сейчас усиливаем это направление именно хирургического профиля. Дальше, приехал также детский реаниматолог в нашу инфекционную больницу. Они уже в прошлом году находились здесь, коллеги дружат, общаются. И я, насколько знаю, что с большим они интересом приезжают на помощь к нам сюда, в республику. Минздрав запрашивал докторов из России на курортный сезон, так как именно в этот период происходит вспышка инфекционных заболеваний. В основном все они приезжают на месяц. Это огромное подспорье, потому что те пиковые нагрузки, когда мы проходим нашими силами, у нас кадровый дефицит именно детских инфекционистов, вы знаете, и проблема с детскими реаниматологами, проблема с кадрами именно по ультразвуковой диагностике. И вообще эти сложные направления, которые есть у нас в республике, мы стараемся заблаговременно с помощью Российской Федерации эти вопросы совместно нивелировать. Ежемесячно на протяжении полугода министерством запланировано отправлять врачей медучреждений Абхазии на повышение квалификации в российские клиники. Говорю о реаниматологах, которые проходят в 4-й больнице города Сочи. Также у нас есть договоренность с университетом имени Сеченова о том, что мы можем направлять наших коллег при помощи Минздрава России в ведущие вузы. Мы это делаем планомерно, потому что если сейчас определенное количество людей отправить на учебу, у нас может быть кадровый дефицит. Министр здравоохранения Эдуард Будба подчеркнул, что если российские коллеги изъявят желание остаться в республике, они готовы их трудоустроить. Шазина Ханагуа, Рамо Камкия, Инал Гвинже, Абхазское телевидение.
В Махачкале в эти дни проходит фестиваль национального телерадиовещания «Голос Евразии». Мероприятие ежегодно проводит государственный телерадиоканал «Дагестан» совместно с агентством информации и печати при содействии правительства Республики Дагестан. Фестиваль собрал профессиональных журналистов, зарубежных, федеральных и региональных СМИ, этнографов, культурологов, представителей власти и общественников. Абхазию представляют сотрудники Абхазской гостелерадиокомпании, директор редакции информационно-политических программ Дениза Гергия, журналист Фатима Гергия и ассистент режиссера Фарида Джопуа. Об открытии фестиваля и его первом дне работы в следующем репортаже. Гостей и участников фестиваля «Голос Евразии» встречали, как и положено, по-кавказски горячо и с хлебом с солью. Народные коллективы республики радовали гостей зажигательными танцами, а ведущие рассказали о работах, представленных в этом году на фестивале. Всего подготовлено 500 работ, и все они посвящены главной теме – столетию со дня рождения Расула Гамзатова. Я знаю, что огромное количество работ поступило в этом году, и очень много работ связано с именем Расула Гамзатова. Большое спасибо за то, что чтите эту память. Она для нас, для всех россиян, для всех жителей СНГ, для всего мира очень дорогая. Спасибо вам большое. Все дороги земли приведут в Дагестан. Все дороги судьбы не напомнят о нем. Так говорил наш великий Расул Гамзатов. Действительно, дорогие друзья, на родине нашего легендарного Расула Гамзатова так по-особенному относятся к гостю. В рамках мероприятия прошла фотовыставка к столетию народного поэта Дагестана. Здесь же была организована экспозиция дагестанских печатных СМИ, в которой были представлены фотографии из жизни поэта, где запечатлены встречи Гамзатова с выдающимися деятелями России и зарубежья. Кроме того, организаторы развернули выставку республиканских СМИ, где были представлены журналы и газеты, которые выпускаются на 14 языках народов Дагестана. Абхазию на фестивале представляют сотрудники Абхазской гостелерадиокомпании, журналист Фатима Гергия, режиссер выпускающий Фарида Джопуа и директор редакции информационно-политических программ Дениза Гергия. В первый день фестиваля также прошел круглый стол, посвященный творчеству Расула Гамзатова. Во второй день участники отправились в Хунзахский район, где посетили дом-музей поэта в селе Цада и другие достопримечательности. Закрытие фестиваля и награждение победителей пройдет 5 августа. Ирина Аршба, Фатима Гергия, Абхазское телевидение. Помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, социализироваться и влиться в компанию. В Сухуми прошла акция «Танцы для всех», организованная по проекту «Искусство без границ». В мероприятии могут участвовать любой желающий, вне зависимости от возраста, состояния здоровья и умения танцевать. О целях акции и о том, и кто принял в ней участие, расскажет Сария Кварацхелия. Танец – это всегда эмоционально окрашенное движение, а эмоции и чувства, которые человек переживает и переосмысливает, дают сильную увлеченность и мотивацию к саморазвитию. Все это важно как для обычных здоровых людей, так и для тех, кто имеет физические особенности развития. Подопечная культурно-благотворительного фонда «Ашана» Аслана Джинджолия с диагнозом «несовершенный остеогенез» приняла участие в акции «Танцы для всех». Аслана признается, что не любит танцевать, однако, услышав веселую музыку и окунувшись в веселую атмосферу, она на секунду забыла о том, что не может ходить. Самостоятельно встать и пуститься в пляс – мое самое большое желание, признается девочка. Акция организована в рамках благотворительного проекта «Искусство без границ» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель акции – показать эффективную и естественную интеграцию детей с ОВЗ в социальные и культурные процессы общества. Пообщаться, потанцевать и послушать сеты диджея Надира пришло немало людей. А те, для кого был организован этот праздник, насладились атмосферой. Цель проекта, чтобы люди с ограниченными возможностями по здоровью не были зрителями
процессов, мероприятий, которые происходят в обществе. Они были основными участниками, авторами, соавторами этих процессов. Проект «Искусство без границ» реализуется культурно-благотворительным фондом Ашана и Русским театром драмы имени Фазиля Искандера при информационной поддержке «Спутник Абхазия». Автором идеи выступает Анна Савилова. Сария Кварацхеля, Раму Камкия, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. СУЭС доводит до сведения потребителей, что 5 августа с 5 до 8 утра будет прекращена подача электроэнергии на улицах Дзидзария, от Званба до Воронова, от Басария к морю. 7 августа с 5 до 9 часов утра света не будет на улицах Имама Шамиля, Чачба, по проспекту Мира, в районе библиотеки, в районе Сухум-Прибора, на улицах Эмухвари, в Артане и в конце улицы Басария. Отключения связаны с расчисткой трассы от деревьев. И в завершении выпуска о позитивном. Теперь абхазский флаг развивается и на Эльбрусе. Алхаз Марколия, Арсо и Саид Хашба покорили самую высокую горную вершину Европы. Восхождение на 5642 метра над уровнем моря участники клуба «Спорт Апсны» посвятили 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. С юбилеем Абхазии! Посвящаем это восхождение на самую высокую вершину Европы тебе. 30-летие Победы – это очень важно. Посвящаем всем павшим за нашу Родину. Вямш, шанадзела. Шутах на голода. Я и рамш, ветеранша, айбасча. Шутах казал, абукзира душу мазал. Абрахаман, Эльбрус халы. Шутах на голода. Апсны, апсынра, ардзынба, аяйра. Наунак запсна. Наунак запсынра. Далее информация о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 5 и 6 августа на территории Абхазии ожидается малооблачная, удушливо жаркая погода без осадков. Утром туман, очень высокий уровень ультрафиолета. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем 32-37. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.